Ставропольский край, Ардонский район Северной Осетии, озеро Бекан. По такому маршруту следует 45 тысяч рыб в течение полугода. Программа по сохранению и воспроизводству рыбных запасов в республике действует уже 10 лет. Ежегодно в Осетию привозят мальков карпа, белого амура и толстолобика. Мальков мы приобретаем в основном Ставрополя. Также и корма приобретаем в основном там, так как там более качественная и продукция, и мальки хорошего качества, которые, по крайней мере, все у нас вырастают. Адаптируются к местному климату мальки в Ардонском районе. 5 озер становятся для них обиталищем на несколько месяцев. Все это время рыба находится под пристальным надзором специалистов. Подросшую рыбу из Ардонских озер перевозят в естественные водоемы республики. Этот белый амур на самом деле пока совсем малыш. За несколько месяцев он вырастет еще минимум на 30 сантиметров. После контрольного вылова и взвешивания рыбу могут отправить в другие районы Северной Осетии. Перевозят ее в специальной машине, оснащенной емкостью для воды и кислородным контейнером. До места назначения она прибывает в целости и сохранности. Середина осени – наиболее благоприятный период для переселения. Именно сейчас водные обитатели откладывают икру. Сегодня у нас начался сезон осенний нерест. С 15 октября по 15 декабря это сезон для зимне-нерестящихся рыб. К ним относятся каспийский лосось, форель, речная проточная, горная форель, пестрятка. Вот это все. Для них, значит, сейчас открыт сезон нереста, то есть их даже на удочку с сегодняшнего дня начиная ловить нельзя. В новом месте рыба уже не нуждается в подкормке. Питается она в основном тростником и водорослями. Карпов, амуров и толстолобиков разводят не для промышленных целей, а для восполнения дефицита рыбных запасов. На территории водоемов разрешена только так называемая спортивная рыбалка. Тамила Хамицаева, Михаил Безуглов, Осетия ТВ.